Дорогие друзья, всех поздравляю с юбилеем парка, 25-летием создания первого в республике национального парка Ленские столбы. Прошло уже четверть века. Ну, казалось бы, не так давно мы начали работать, а уже вот, смотрите, это четверть века прошло. Когда мы начинали работать, это 95-й год, постановление вышло в феврале месяце, меня направили исполняющим обязанности директора в конце марта месяца. И вот мы в здании военкомата в 2 комнатах начали работать в составе вот 10 человек, как сказал Аркадий Анатольевич. И казалось, что очень трудные годы были. То есть это середина 90-х, когда не было зарплаты по полгода. Мы тогда, когда начали работать, вообще без зарплаты работали полгода. И выживали только тем, что магазины давали по списку нам какие-то необходимые продукты. Потом я ездила в свою родину Кочекаться, там мне КП давали жеребятину, и мы кусками делили это мясо. Давали на заводе маслоцехе, давали масло, мы тоже делили это масло. Осенью ловили рыбу на реке Ботом и тоже делили эту рыбу. Ну и мукомольный завод выдавал нам муку, все это бесплатно давали, мы тоже делили эту муку. Вот таким образом как-то мы выжили в эти трудные годы. Я хочу сказать, что те ребята, которыми мы начали работать, Степан Петрович, вот я его вижу здесь, да, Андриан Романович Киприянов, Степан Афанасьевич Герасимов. Вот, они до сих пор работают с самого начала создания национального парка Ленские столбы и до сих пор работают. Это ветераны, госпиталя, которые, испытывая самые трудные годы работу, нагрузку, выдержали и, в общем-то, сделали очень много для становления парка. Еще бы хотела отметить, значит, Руслана Николаевича Платонова, заместителя директора, моего заместителя, сделавшего очень много для становления парка Ленские столбы. Он является, как бы сказать, одним из тех людей, которые проводили работы, когда создавался проект национального парка, и который выполнял институт Росохоты с города Новосибирска, Западно-Сибирский институт. И вот Руслан Николаевич, возглавляя вот эту вот команду по территории парка, их возил, показывал, провел огромную работу по созданию проекта Ленские столбы, национального парка Ленские столбы. Ну и хотела бы еще отметить Валерия Ивановича Рожина, тоже нашего охотоведа, госинспектора, тоже сделавшего очень много для создания, для становления нашего парка. Мы работу начали с того, что поехали на Ленские столбы. Ну как поехали? Поплыли. Мы сейчас говорим, ходили. Тогда, значит, ни теплоходов, ни моторных лодок как таковых у нас не было, но был списанный теплоход ЛБТУ «Внезапный», который стоял в Даркалахе. Мы его перегнали на Покровск, назвали его Ботома. Первым и бессменным капитаном был Григорий Трофимович Дмитриев. И мы, значит, в начале сезона, в июле месяце, поплыли на нашем теплоходе на Ленские столбы. И с чего мы начали? Мы начали убирать территорию. Было огромное количество мусора, всяких вот таких ненужных вещей, которые были там везде разбросаны. Очень много убрали. Что-то сожгли, что-то закопали. В общем, работа начали с этого. А когда приплыли первые теплоходы, мы им сказали, составьте с нами договор, вы будете платить по 50 рублей с каждого туриста. На что они ответили, что никаких плат не будет, никаких договоров не будет. Но мы тут не растерялись, значит, встали на берегу. Руслан Николаевич, я и Валерий Иванович. У Валерия Ивановича было табельное оружие. У меня карабин с меня ростом, и мы ни одного туриста не пустили на берег. Пока вы не составите договор с нами, пока вы не дадите гарантийное письмо, что с каждого туриста будет взиматься плата по 50 рублей.
Вначале они очень долго совещались, два теплохода. Там у них были директора круизов. Но, посовещавшись очень долго, дали гарантийное письмо с печатью, с подписями, и мы, значит, их пустили. Вот таким образом, составляя договор с этими фирмами, начали работать. Тогда они начали, Лена Туфлот, они начали работать. И в последующем составляли договора с фирмами, и вот так начали работать. Первое, что мы сделали, это положение о национальном парке Ленинские столбы. Положение мы составили по типовому положению национальных парков Российской Федерации. По-моему, он до сих пор как бы в деле находится. И в составлении вот этого положения очень большое значение и большую роль сыграл Валерий Иванович. Это и функциональное зонирование, и составление вот границ этих функциональных зон. Была проведена очень большая работа, ведь тогда не было ни GPS, ничего, это все делалось на карте. А карта у нас была такая 500-тысячная, мы его расстилали на полу и вот таким образом составляли вот границы наших функциональных зон. Ну и потом составление договоров, составление концепции развития национального парка Ленинские столбы, концепции развития экологического туризма. И вот, как сказали уже, на территории парка работала, значит, школа Ботом, где за лето проходили обучение до 10 лагерей. Это лагерь Ойской средней школы, гимназии, Хангаласской гимназии, школа номер 1, Качкарской школы, назывался лагерь Чичирь. И вот так вот галерея Семяк к нам постоянно ездила. И таким образом вот за лето мы обучали до 10 лагерей. У нас была очень конкретная программа. По этой программе вот приезжали ученые с Института биологии, очень такие серьезные ученые, и проводили занятия по орнитологии, по геоботанике, по лесоведению, по ихтиологии. Вот проводили вот такие занятия уже на природе. И наши ученики участвовали в конференции «Шаг в будущее». И все вот эти вот первые конференции «Шаг в будущее» они проходили на территории национального парка в нашем офисе в городе Покровске по улице Жнекеза, 56. Но однажды я поехала в командировку. Это был 96-й год. И есть такая Данилина Наталья Романовна, которая возглавляет ООО «Заповедники» в Москве. И там был обучающий семинар для директоров национальных парков. Ну, там были и директора национальных парков и за рубежом. В частности, был Майкл Финли, это генеральный директор национального парка Йеллоустон Соединенных Штатов. Мы с ним там познакомились, он мне подарил очень много литературы тогда. И Наталья Романовна говорит, вот будет объявляться конкурс по строительству визит-центра по линии ВВФ. Давайте участвуйте. Я говорю, хорошо, будем участвовать. Ну, на следующий год, говорит, приезжайте и участвуйте. Ну, вот это вот. Я поехала уже в 97 году в Москву в феврале месяце для участия вот в этом конкурсе. Ну, для составления вот бизнес-плана, для составления вот тех очень таких регламентов ВВФ пришлось работать там месяц. И вот, участвуя в этом конкурсе, мы выиграли строительство визит-центра. А было 3 гранта. Это мы выиграли, армяне выиграли и, по-моему, грузины выиграли. И выделили нам тогда $100 000 для строительства визит-центра в городе Покровске, который вот сейчас построен и стоит. И начиная уже 2000 года парк размещается, офис парка размещается на этом здании. Кроме того, парк проводил очень большую работу по строительству объектов по всей территории парка. Коллектив парка является строителем, в первую очередь, визонария устья реки Ботом. Это мы построили в первую очередь. Это и забор большой сделали, потом смотровые площадки, небольшой домик для работников.
расколы, пиры мы сделали. То есть стоимость этого была 2 700 000 рублей, которые выделили на первом инвестиционном инвестиционной ярмарке, номинантами которого были в 2005 году. И в 2006 году, в апреле месяце, мы закончили строительство вот этого объекта. И кроме того, на территории парка мы строили и визит-центры. Это на Беленуряхе, к сожалению, он потом сгорел. Это лестница на территории Ленских столбов. В 2007 году мы закончили строительство. Это визит-центр, который, значит, стоит теперь на Батамае, вот это Ленских столбов, для того, чтобы там размещались туристы, был музей, визит-центр, и, значит, посещали Ленские столбы. Кроме того, мы проводили большую работу по реконструкции, по строительству кордонов, это Курумнах, Тарыннах, значит, на 304 километре, в устье реки Ботом. Ну, все это делалось по способам, то есть таких целевого финансирования не было. И в устье Ботома у нас стояла пилорама, которая, значит, работала от дизельной станции. И на этой пилораме мы пилили лес от санитарной рубки, рубили, значит, сосну, рубили. И по всей территории парка развозили вот это пиломатериал, и по способу строили вот эти вот наши кордоны, которые до сих пор вот функционируют. Ну, таким образом, вот начали работать. И проводилась очень большая научная работа, конечно. Заслуга в этом, конечно, Института биологии, сейчас называется Клетозона, под руководством академика Никиты Гавриловича Соломонова. В эти годы была составлена полностью, значит, описана растительность животный мир парка, значит, работать по изучению рыбных запасов реки Ботомы. И были проведены большие работы по изучению кембрийских отложений по территории парка и за территорией парка на левом берегу реки Лены. Это 2007 год. Экспедиция под руководством Юрия Алексеевича Розанова посетила Ленские столбы. С ним был заместитель министра Министерства природных ресурсов Российской Федерации Варламов. И в это время была проведена очень большая работа по уточнению разрезов. И там, значит, провели вот как бы цифровизацию вот этих вот отложений. И в 2008 году была проведена огромная международная экспедиция по изучению расчленения отложений Нижнего Кембрия, тоже под руководством Алексея Юрьевича Розанова и под руководством, значит, профессора Нанкинского университета Пенка. И было 180 человек, из них которых вот 100 000 человек были только зарубежные ученые. Из них 30 вот участников это были только китайские ученые, начиная там с аспирантов, студентов и профессорами многих институтов и университетов Китая. По результатам вот этой работы, этих двух экспедиций, значит, был выпущен вот такой путеводитель, где описаны все конкретные разрезы Средней Лены по Нижнему Кембрию. И здесь имеется и моя статья, я соавтор этого путеводителя. Ну, вот такая вот статья у меня имеется. Этот путеводитель, ну, как бы уже является большой редкостью. Он вышел небольшим тиражом. И в последующие годы выпущен вот такой вот альбомчик. Называется «Ископаемость прототипов ярусов Нижнего Кембрия», где, значит, идет описание всех, значит, всей фауны Нижнего Кембрия, которые находятся на территории парка. И вот этот альбом стал основным документом для защиты нашего проекта ЮНЕСКО. Здесь, значит, все, в этом альбоме все вот эти вот, я не буду каждого показывать, и трилобиты, и артосиаты, и фиолиты, и, значит, брахиоподы, которые находили на территории парка где-то около 3000 таксонов. Вот я тоже соавтор вот этого как бы альбома.
И в эти годы перед тем, как защититься в ЮНЕСКО, обязательно должен быть красочный такой представительный альбом. Мы его выпустили, вот такой вот альбом. Он является очень красочным, вы его все видели. С этим альбомом мы ездили на презентацию нашего проекта в Париж, в Дни Якутии в ЮНЕСКо. И с этим проектом, с этим альбомом, значит, мы пошли на защиту нашего проекта в ЮНЕСКо. С ЮНЕСКо мы начали по представлению, значит, природного парка Ленские столбы уже стали природным тогда. 2005 года начали работать по составлению номинации этого проекта. Но была проведена огромная работа с нашими институтами под руководством Никиты Гавриловича Соломонова. Там мы, значит, представляли как бы и животный мир, и редкие растения, экосистемы мы представляли. Номинировались по 4 критериям. Это, значит, 7, 8, 9, 10 критерии. Ага. И с этим, значит, была проведена огромная работа. И вот как уже отметили, значит, мы работали с палеонтологическим институтом. Более 50 лет палеонтологический институт проводил работы по описанию нижнекамбрийских отложений, по описанию фауны этих разрезов. И когда я поехала в феврале 2006 года в палеонтологический институт, Розанов меня встретил очень хорошо и говорит: ой, наконец-то ты приехали, я вас очень долго ждал. Вызвал своих работников, там Пархаева, Иванцова, Журавлева. Журавлев тогда работал в институте и говорит: вот этой женщине все представьте материалы для того, чтобы была номинация полная. И вот в ряде нескольких лет очень плотно работали с институтом, и Институт палеонтологии написал вот эту часть, палеонтологическую часть, геологическую часть нашей номинации. Ну и вот было 3 экспертизы нашей территории. Эксперты приезжали, значит, проверяли, соответствуем ли мы или нет. Первым прилетел Тенхава, это японец, это был 2006 год, вертолетный облет сделал, соответствуем ли или нет ли, садился на Ленских столбах, на Ботами, и сделал вывод, что Ленские столбы могут соответствовать для включения в список всемирного наследия. И сделали мы, значит, заявку в предварительный список, и в 2006 году мы были включены как перспективный объект в это предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКо. И уже работая плотно, в 2012 году, в 36-й сессии, мы защитили наш проект для включения в список всемирного наследия ЮНЕСКо. Конечно, там было очень трудно. Из 4, значит, критериев тогда нам оставили только 2 критерия. Это 7-й критерий как объект исключительной красоты, и 8-й объект как объект, который имеет большое научное значение для изучения развития планеты Земля. Но на, значит, защите нам 7-й критерий сразу сняли. Сказали, что такие объекты, как Бёрджес, как Хаолонг, как, значит, Чинзян Китая, тоже очень красивые, поэтому этот объект, как бы сказали, критерий снимается. По 8-му объекту, значит, тоже стали сравнивать с Бёрджесом, тоже стали говорить, хотя Бёрджес относится не к Нижнему Кембрию, а к Среднему Кембрию. Но надо тут сказать, значит, мы опирались на то, что вот на территории Ленских столбов находится 4 яруса Нижнего Кембрия. А к этому моменту эти 4 яруса были сняты, и, значит, взяли китайский вариант, и поэтому было очень скользко по этой теме. Но дело в том, что нас поддержали карстологи мира. Значит, Мартин Вериш приезжал в 2010 году, он написал очень серьезный отчет, и по этому отчету, значит, мы получили письмо Всемирной ассоциации карстологов в Словении. Письмо это есть, и с этим письмом, значит, как бы пошли. И вот мы прошли как бы развитие уникальных нижнекембрийских отложений, карстующих, где развивается феномен межзвездного карста.
по седьмому критерию, по пункту Б прошли, значит, как Хахавательдер глав митинг участвовать. И первым нас, значит, как бы приветствовали на этом совещании американцы. Потому что я в Америку ездила 2 раза, меня знали, прибежали, целовали, все такое вот, да. И там у нас был член комиссии всемирного наследия Швейцарии, и он прямо на заключительном на этом заседании говорит: я вам дам, значит, такой гнилой, говорит, что-то, может, неправильно перевели, гнилой, говорит, такой подарок. В 2015 году вы будете вынуждены защищать свой сельский класс. А он оказался не гнилым, вот, оказывается, оказался очень хорошим подарком. И вот в 2015 году Сахамин Миланович вот, с коллегами ездили, расширение территории Ленинских столбов за счет вот, кластерного участка сельской страны. Вот так вот. И, конечно, хотелось бы много говорить о своих коллегах, которые работали 17 лет со мной на Ленинских столбах. Вот. Я вижу Никитича вот здесь, вот он сидит, он у нас много лет работал охотоведом. Этот человек, значит, специалист высокого класса. Таких охотоведов в республике практически не осталось. Он один из последних могикан. И вот его, значит, высказывание, его совет, и то, что он нам представил вот, всю документацию по устройству, устройству территории, сыграла очень большую роль для того, чтобы мы сохранили животные, для того, чтобы на нашей территории регулировали количество соболя тем, что мы давали лицензии охотникам местным, для регулирования волков. Ну, провели очень большую работу в этом. И по лесоустройству, конечно, это мы использовали лесоустройство Ботомского лесничества, которое Бабара Михайловна Устинова представила нам безвозмездно. И проведя там некоторые корректировки, мы использовали вот это устройство. Помои тоже сделали, это тогда была лесоустроительная экспедиция. И вот это вот лесоустройство мы использовали за все годы работы, практически не тратя никаких больших средств для этого. То есть у нас было и водоустройство, и лесоустройство, и землеустройство. Мы землеустройство провели 3 раза. Вот такие вот проблемы. И хотелось бы, ну, как бы сказать, очень долго говорить, видимо. Хотелось бы сказать, что Ленский стал доставить теперь федеральным органам. Это имеет очень большое значение. Была проведена огромная работа по федерализации и Министерством экологии под руководством Сахамина Милановича, под руководством руководства республики, правительства и главы нашего Алексея Николаевича. Ну и, конечно, самого национального парка Ленских столбов была проведена огромная работа. Мне помогла написать ОВОС по национальному парку. Тоже огромная работа была проведена по составлению этого ОВОСа. Ну и вот теперь парк национальный и регионального значения. Это дает очень большие перспективы для его дальнейшего развития. Для того, чтобы он был в количестве, как бы сказать, первых таких вот передовых парков Российской Федерации. Ну и хотелось бы, чтобы работали вплотную с ЮНЕСКО, чтобы там ЮНЕСКо, наше посольство, у нас есть посольство ЮНЕСКО в Российской Федерации, высыпали и просыпались со словом Ленинский столб. То есть, если с ними плотно работать, они могут финансировать и изучение госинспекторов, и издательскую деятельность, и обучающую деятельность для школьников. Поэтому вот надо с ними очень плотно работать. И я думаю, что подошло время для издания монографии «Ленинские столбы», для того, чтобы всю ту научную работу, которая была сделана до этого, как бы делать одну монографию и издать монографию. Я думаю, что в этом плане
нас поддержат и работают. И хотелось бы сказать, что на Ленских столбах та экологическая тропа, которую мы называли Ленские столбы, оно должно получить дальнейшее развитие. Это должна быть экологическая тропа, рассказывающая о тех моментах развития во время Нижнего Кембрия биоразнообразия. То есть у нас там есть трилобитовая стоянка, она должна быть до этого осятовая стоянка, трилобитовая стоянка, дальнейшем, значит, дракоидная, фиолетовая, а наверху, значит, должна быть в современном, конечно, исполнении тот путь, который прошли Ленские столбы для формирования, которое произошло давно миллионов лет. И все это должно очень в таком красивом оформлении рассказывать туристам, что собой представляет Ленский столб. Вот, и в описании вот этого научного описания, в основании вот этого я готова принять участие и вот предлагаю в этом плане вот работать. И мне бы хотелось еще отметить такой вот момент по Токулану. Значит, по Токулану ездит очень много туристов, как бы самостоятельно ездят, да? И мне бы хотелось отметить, что Токуланы в первую очередь не туристический. Это феномен севера. Его называют сфинксом севера. Это прежде всего природный, уникальный объект, который нуждается в охране и нуждается в изучении. Поэтому мне бы хотелось в этом направлении акцентировать внимание руководителей. Ну и хотелось бы, чтобы парк был гарантом устойчивого развития прилегающих территорий. Чтобы прилегающие территории, ну, Качекацево, Унифтат, Китары, Тумул, и Ведяй, Пылшура, и сеть, оказывая услуги туристам, оказывая услуги людям, которые приезжают на Ленские столбы, получали доход, получали как бы новые рабочие места для того, чтобы развиваться в этом направлении. Это вот главное такое вот явление, это гарант для развития прилегающих территорий. И сегодня я хочу сказать, что левый берег не попал, вот как бы разрезы левого берега не попали в список всемирного наследия ЮНЕСКо, но они имеют немаловажное значение для изучения, для научного изучения, для, значит, того, чтобы в дальнейшем эти объекты сохранились. Это Тетерев, Бачик, Оймуранский риф, Еланка, Кетеме, которые, значит, в позапрошлом году были оформлены как памятники природы геологического происхождения. И на этой территории вот 3 года подряд работала серьезная палеонтологическая экспедиция палеонтологического института за руководством Малаховской. И их отчеты легли в основании, нужное обоснование для того, чтобы на этой территории был создан геопарк Кембрий. На сегодняшний день документы все подготовлены, научное обоснование сделано. И прошли, значит, большой путь по общественным слушаниям, по всем этим поселкам мы проехались с руководителями Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства. Прошли, значит, и общественное обсуждение в городе Покровске. В прошлом году, значит, в Тюре прошли общественные слушания. Поэтому сделана большая работа. Выпущен небольшой, значит, кинофильм. Только осталось дело за малым, значит, это издание, ну, то есть должны выйти распоряжение правительства о создании геопарка Кембрий. Но время идет. В 2017 году, значит, было подписано коммюнике с руководством республики и офисом ЮНЕСКО в Париже под руководством мадам Бокова Ирины. Надо исполнять вот это коммюнике. Поэтому
Я надеюсь, что в ближайшем будущем распоряжение будет и начнем работать в этом направлении. Ну, у меня все. Спасибо.